которому дало интеллект. Потому что кроме как интеллектуального развития, другой формы развития, к сожалению, нету. Человек призван быть прежде всего человеком. А что значит человеком? Интеллектуально развитым. Вот, это главный мой довод. Еще в этой же связи я считаю, талант человека, вот такой мне, это Миргазиян Юнус дал мне повод сделать такой вывод. Талант человека, представителя определенной нации. Вот талант татарина, не знаю, я больше с ним никого не могу сравнить. У него был исключительный талант татарина, невероятный талант. Он так любил свой народ и сам стал таким глубоким татарином, которого вровень с которым никого поставить не в состоянии. Нету, не знаю я. Из самых крупных вождей, бывших и нынешних, ни один не подходит. С ним нельзя сравнить. Это человек, который невероятно любил свою нацию. Причем с ним общаться, не любить эту нацию нельзя. Мы воспитывались с Сталиным в свое время, который учил, что останутся 2-3 нации, в их числе китайцы и русские, а такие шушера, так как татары и так далее, они не останутся. Поэтому мы исходили из того, что татар все равно не будет, поэтому язык зачем? Для чего этот язык? Зачем письменность? Зачем нагружать своих детей слишком тяжелыми задачами? Между тем, знакомство с татарской литературой, да еще той литературой, которая представлена Миргазияном Юнусом, он немного написал. Ну, каждая его вещь – это на вес золота. Каждая строка там, в его вещах. Потому что они проникнуты заботой о человеке татарине, что он тоже человек, и он должен быть такой, настолько хороший, чтобы, ну, ходячий Бог на земле, так сказать, который по земле шествует, будучи татарином, преобразует землю и преобразует людей, превращая их в настоящих людей. Вот я так считаю, что этот татарин, Миргазиян Юнус, это один из самых-самых надежных татар был. К сожалению, не вовремя ушел. Ему еще жить, дабы жить. Он, правда, несколько был моложе меня, вот ушел уже. Я живу, а вот он ушел. Очень, очень досадно. Таким людям вообще умирать нельзя. Не надо умирать. Потому что они обезродительствуют всю нацию. Вот отсутствие такого человека, как Миргазиян Юнус, это ущерб для татарского народа. Огромный ущерб. Он не смог взамен себя никого подготовить, хотя он этим тоже занимался. В какой-то мере его влияние на Рахмана, на многих других, еще нескольких человек, с кем он общался, он не мог не влиять. Это, так сказать, у него было в крови. Если он общается с кем, значит, он его обязательно будет воспитывать и воспитывать в правильном направлении. Ну вот, осталась вот его дочь Камиля. Знаете, Камиля? Ханым или Хазым, я уж не знаю, как лучше сказать. Но я думаю, не увижу вас ничем.
в этом отношении. Ваш папа – это эпоха, в одном лице эпоха. И не только в том, что он и внешне хотел это как-то доказать. Татарское писательство совершенно не морское. Он взял, написал книгу о путешествиях по морям и океанам. Единственный, больше некому продолжить это. Потому что просто продолжить невозможно. Это надо плавать на кораблях. И не рядовым каким-нибудь матросом, а таким, как он. Вот. Это эпоха, с моей точки зрения. Татарин, писатель, в одном лице создал эпоху в литературе, в татарской литературе. Эпоха, направление деятельности. И главное направление – это любить татарина, относиться к татарину как близкому своему человеку, своему будущему. Я, например, глубоко убежден, что русский народ, если он сумеет с татарами найти общий язык, пока этого общего языка, кроме физического такого вот, в одной стране, на одной территории, другого нет общего между татарином и русским. Вот когда он дойдет до общения, поймет, что с татарином надо общаться глубоко философски, через философию, через общее познание, тогда он выйдет из тупика, в который сам себя загнал сегодня. Сегодня положение русского народа невеселое, прямо скажем. Я не хочу, чтобы вы не поняли, что я злоупотребляю этим, что я радуюсь. Нет, я горюю. Мне обидно, что такой большой народ, такой неглупый народ на сегодня в дурацком положении. Потому что он разучился мыслить. Вот, я думаю, татары ему помогли бы мыслить, научиться мыслить. Я хочу этого, может быть, даже дождусь, кто знает. Хотя мне многовато уже, планов больших строить не могу, но я лично работаю над этим. Я хочу, чтобы эти два народа, живя на одной территории в течение многих лет, волею судьбы, мы не просились, наши предки не просились сюда, но они здесь были всегда. И поэтому они не просились в качестве подчиненного народа. Они хотели быть равными со всеми. Но на каком-то этапе они собирали мировую державу. Было и это. Ну, мало ли что было в прошлом. Надо уметь находить общий язык, любимый язык, любовь к человеку, к любой нации, и вместе творить на земле непочатый край работы. Земля, к сожалению, она сама по себе не может обеспечить всем необходимым без умных людей. Умных людей не так много, особенно талантливых. Вот один из талантливых, мы вспоминаем ему, сегодня было бы 90 лет в эти дни. И еще мог бы жить и жить, но, к сожалению, вот жизнь такая серьезная штука, что от нее умирают люди. Очень ценная штука жизнь. Почему? Потому что она одна, другой нету жизни. Вот это вот обстоятельство
Ну что делать, вот, умер человек, жаль, жалко. И то, что, Мухаммад, ты, как лидер демократов татарских в Москве, организовал, пусть нас немного, но мы тоже не последние люди среди татар. Вот. Ты организовал, и в этом же духе я тебе желаю успехов. Спасибо тебе. Спасибо тебе за Миргазияна, прежде всего, но не только за него, а за всю нацию. Да, работай. Потому что кроме нас с тобой больше работает. Вот Гаяр. Молодец, молодежи очень много работает. С кем вы только не работаете. Вот, вы знаете, казалось бы, никому, ну что Гаяру, ну что Мухаммаду, что дает работа? Ни копейки, кроме расходов. Расходы бывают, деваться некуда. А расходы из одной и той же пенсии. Нету других доходов у нас. И все равно мы имеем среди нас людей, которые озабочены будущим народа. Вот о своем народе я бы хотел так сказать. Надо его сберечь, во что бы то ни стало. И не только ради того, чтобы его спасти. Нет, татары нужны миру. Мир спасти. Они нужны России прежде всего. Чтобы Россия уцелела, надо, чтобы татары процветали. И я гарантирую своим, вот, если бы довести татар до процветания, то весь мир бы увидел, как Россия начинает процветать. Вся. Я в этом глубоко уверен. Моя концепция, разработанная мной, мне дает вывод делать научные выводы. Научные выводы. Я по науке убежден, что реализация того, что татары делают, и развивать то, что татары предлагают, приведет к тому, что Россия выйдет из тупика, в котором она сегодня находится, и будет процветать. Я в этом глубоко уверен. При помощи татар. Да, при помощи татар. Рахмат, я Рибафу. Рахмат.